Пожалуйста, приглашаю представителя партии «Исламское возрождение». Благодарю вас. Господин Мохаммед Саид является заместителем директора партии «Исламское возрождение» в Вене, в Австрии. И я хотела бы рассказать о Таджикистане, в частности о том, как члены семьи подверглись нападкам в результате вчерашней акции протеста в Варшаве. Власти в Таджикистане в настоящий момент направляют свои нападки на членов семей и родственников этих активистов от оппозиции, которые участвовали в акции протеста и протестовали, пройдя на встречу, которая была организована отделом демократических институтов и прав человека в Варшаве для того, чтобы искоренить любое несогласие. Таджикские власти направляют свои действия против членов семьи активистов. Они удерживают их как заложников и стараются таким образом не дать сказать ни слова оппозиции, которая поднимает свой голос таким образом, показывая свое несогласие, проводя протесты или встречи с представителями стран или организаций, или просто критически высказываясь о сложившейся ситуации. Органы власти сказали задержанным родственникам протестантов, что им необходимо просить своих любимых членов своей семьи не принимать участие в акциях протеста и не критиковать правительство на конференции, которая является крупнейшей европейской конференцией по правам человека, которая организована ОБСЕ, а именно Департаментом по демократическим институтам и правам человека. И угрожали им, что если они не последуют этой просьбе, они будут жестоко наказаны. Многих из членов семей протестантов удерживают в центрах задержания уже 2 дня. Это то, как правительство Рахмона действует в отношении прав человека и применительно к правозащитникам. Скажите, не является ли это нарушением фундаментальных прав человека? Господин Зариф Ализада, омбудсмен Таджикистана, вместе с делегацией от правительства Таджикистана, сейчас присутствует на этой конференции для того, чтобы рассказать нам о том, что Таджикистан с уважением относится к правам человека. Однако, кто-нибудь может ли задать ему вопрос, почему родственники активистов находятся в задержании, почему им угрожают, почему ваше правительство предъявляет им угрозы и преследует их? Право человека без границ недавно выпустила релиз, в котором говорила, оппоненты Рахмону в настоящий момент чувствуют себя в мире в безопасности. К сожалению, на этом история не заканчивается. Членов их семей не находятся в безопасности даже внутри страны. Таким образом, правозащитники, активисты Таджикистана и их члены семей нигде не чувствуют себя в мире безопасности. Члены семей следующих активистов сейчас находятся в задержании. Перечисляю: Мохаммед Саид Ризои, Ильхум Якубов, Шухрат Рахмантулов, Мухаммад Икабуль Хусейни, Мухаммади Решаев, Бабаджон Каямов, Мухаммеджон Кабиров, Саид Ибрами Назар, Махмуджон Файзрахманов, Фаидджин Маджитов, Джанатулла Комиль, Холиди Махмад Саид, Рухулу Кабиров. Также члены семей и других оппозиционных групп и правозащитников, таких как Роб Захар, Мухаммад Зубери, Абдухакор, Шарафиддин Гадоев, Заид Бубоев, Хусейн Ашуров, Сабнам Худайдоидов, также стали подвергаться нападкам. Члены семьи доктора Мухиддина Кабири, председателя партии «Исламское возрождение», также были задержаны, включая и его невестку, старшего брата и других родственников. Международная организация по защите прав человека, включая и
агитационную группу «Дом свободы», которая находится в Вашингтоне, недавно осудила такого рода задержание в Таджикистане. Дом свободы в своем заявлении сказал: использовать членов семьи правозащитников и активистов как заложников нужно для того, чтобы напугать тех, кто критикует правительство, и заставить их замолчать, при том, что они критикуют ситуацию в области прав человека. Это нарушает фундаментальные права человека, и показывает, насколько нетерпимо правительство к любому несогласию. Правительство Таджикистана должно прекратить преследование оппозиции, гражданских активистов, правозащитников и членов семьи. Говорила в заявлении: завершайте, потому что время закончится. Мы призываем принимать международное сообщество оказать давление на правительство Рахмона для того, чтобы положить конец тому, что члены семьи активистов удерживаются как заложники. Благодарю. Надежда Таева, President of the Association of Human Rights in Central Asia. Уважаемые господа, коллеги, хотелось начать выступление с того момента, который, на мой взгляд, очень привлекателен. В сравнении с прошлым годом на этой конференции присутствует несколько раз больше активистов из Таджикистана, и очень приятно, что молодое поколение привлекается к этой общественной деятельности, и рядом с ними находятся таджикские аксакалы, которые участвуют на этом мероприятии. Я надеюсь, что они будут активно участвовать в нашей дискуссии. Конечно, я хотела бы поддержать всех выступающих и сказать о том, что на самом деле по результатам мониторинга нашей ассоциации права человека в Центральной Азии ситуация в Таджикистане крайне сложная. И сложная она прежде всего потому, что сложившийся политический режим ломает и препятствует работе и выполнению правовых процедур. Это является источником для появления все больше политических беженцев из Таджикистана и политических заключенных. Кроме того, угроза, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания международной общественности, это активная деятельность спецслужб Таджикистана за пределами самого Таджикистана с использованием и злоупотреблением механизмами Интерпола. Выступающие до меня уже об этом говорили, но мы видим, как угрозы, совершенно серьезные угрозы с использованием и распространением в соцсетях на личные адреса и информация, дискредитирующая публичных активистов, она создает почву для дискриминации родственников, проживающих в самой стране. И наиболее известный случай дискриминации родных членов партии ПИФ, это жен, родителей. И вот сейчас для меня выступающий Ильхамджан Ебулов выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, что на днях были задержаны родственники. И я хочу сказать, что это не первый случай, и, скорее всего, не последний, поэтому во многом эта ситуация может решиться только при активном участии дипломатического корпуса и международных организаций в области прав человека. Что бы мне хотелось прежде всего отметить именно как рекомендацию или пожелание. Моих коллег крайне беспокоит здоровье заключенных. Нам доподлинно известно, что в местах лишения свободы в Таджикистане люди ограничены в доступе к медицинской помощи. К сожалению, мне кажется, что миссия Красного Креста и необходимо, наверное, организовать миссии международных правозащитных организаций, которые имели бы возможность посетить политических заключенных и узников совести. И в этом смысле, наверное, очень важно, чтобы вы приняли участие и начали этот диалог с таджикскими властями, который будет гарантировать право на жизнь и защиту от пыток именно этой категории людей. И что хотелось бы мне еще отметить, это очевидное ограничение права выезда из страны.
Люди абсолютно лишены возможности защищать свои права. И сам факт того, что 7-8 таджикских адвокатов сегодня находятся в заключении, и десятки адвокатов лишены лицензии, мне кажется, что именно это положение адвокатов заслуживает сегодня самого активного участия всех нас. Я очень надеюсь, что именно эту работу по защите таджикских адвокатов начнут дипломаты и представители международных организаций, которые здесь участвуют. Мы должны называть имена этих людей, потому что именно они, рискуя собственной жизнью и подвергая риску своих близких, делают все возможное, чтобы в Таджикистане работал именно этот правовой процесс, который и обеспечивает стабильность в стране. Я надеюсь, что мои коллеги в дискуссии дополнят меня. И, конечно, я хочу сказать, что наша организация очень активно участвует в защите таджикских беженцев. Если для миграционных служб стран Евросоюза, Америки и других стран понадобятся наши консультации или наша помощь, мы всегда открыты. Спасибо за внимание. Thank you, Nadezhda. We have about 30 minutes for discussion. I did want to also mention one other case that's very recent, that's very important, which is Jamshed Yorov, another lawyer. Предоставить слово другим. Я есть господин Хавав. Добрый день. Коротко, пожалуйста. Адвокат Дакир Хасав, управляющий партнер адвокатского бюро «Дракон», город Москва. Прежде всего, очень приятно, что представители таджикистанской власти находятся здесь, нашли себе смелость прийти, это действительно уважение. Я думал, никого не будет. Тем не менее, они отвечают на что-то, хоть это кому-то не нравится, но это, тем не менее, показывает их позицию, насколько глубоко они во лжи. Вот было сказано, что якобы люди рассуждают о Таджикистане, которые там не были. И один из тех адвокатов, который был в Таджикистане, в январе этого года ездил специально по делу ПИФ. Потому что мне было крайне, потому что я являюсь не только адвокатом, но и мусульманским правозащитником, меня интересовало, преследуют ли в Таджикистане власти Рахмона граждан по религиозным убеждениям. Насколько это непропорциональное вмешательство государства здесь, как с точки зрения европейского права, что происходит иногда в России, тоже в том числе не все идеально. И поэтому мне было крайне важно, я прилетел туда, и нас не допустили. Кстати говоря, в Генеральной прокуратуре лично я был, большими сложностями. Для вас любой человек, извне, кто приходит, как адвокат, правозащитник, для вас он хуже террориста. К вам легче с оружием зайти в Генпрокуратуру, чем без удостоверения, законом. Вы не допустили просто пообщаться с коллегами Йоровыми и другими, которым хотелось оказать юридическую помощь, поддержку. Вот этого не было сделано. Встретились с его братом, адвокатом, с утра. Оказалось, после обеда вы его тоже задержали, арестовали. Вы арестовываете не только адвоката УПИФ, а адвоката. В последующем, после обеда, нас подвезла в прокуратуру ее сестра. Вы ее тоже задержали. И вы тут красиво рассказываете, какое у вас право закон. А что за закон у вас? Там закона нет. Там есть человек и ваша власть, которая ограбила вот именно законами свободу людей. Это грабеж. Потому что существует такое мнение, что законом можно купить. Вы купили всю страну, собственно, свобода и все. И эту страну эксплуатируете. И вы народ, я хочу, чтобы вы, европейцы, знали, когда-то Наполеон сказал, устремляясь на восток, к нам, туда, в том числе Азию, Россию, он рассматривал европейцев как некое вещество. А Рахмон рассматривает своих граждан как насекомых. Он вообще людей их не считает. В России сегодня 1 200 000 граждан, часть из них бегут на юг, исламские государства. Соответственно, это радикализирует молодежь. Вот где источник терроризма. Терроризм порождает фундамент, создает власть Рахмона. Dr. Kali Panamario from Memorial. آغاز صحبت رو از رئیس انجمن سازنده‌های سازنده تاجیکستان استاد آقا نصرالله بدیم و انشاءالله برادران یک به یک همیشه سخن ادامه میدیم. Вообще, это
وطن ما تاجیکستان زخمی انتظار انقلاب است. امروز تاجیکستان آبستن انقلاب است و شما امروز تنها نیستید. این نوجوانانی که در اینجا صف کشیدند، شما قهرمانان ملت تاجیک هستید. امروز هزاران هزار مردم تاجیکستان از شما امید دارند. شما آنهایی هستید که برای آزادی آماده قربان کردن جان شیرین خودتان هستید. شما پیشسپان حرکت ملی و آزادی خواهی تاجیکستان هستید. ما دیگر ترس نداریم. ما دیگر یگان شانس برای عقب نشینی نداریم. دیگر نوبت مبارزه، دیگر نوبت ما است. با آنهایی که امروز خویشاوندان همسفان ما را به اسارت میگیرند، دوستان ما را به زندان میاندازند، باید بدانند که پاسخ ما، جواب ما و واکنش ما را حتما خواهند دید. من همه شما را برای وزیدن باد انقلاب تبریک میگویم و در راه انقلاب، در راه آزادی، در راه وطن شهید شدن این شرافت بزرگترین برای یک انسان است. یا مرگ یا زندگی، یا شهادت یا سعادت، یا کفن یا وطن، یا کفن یا وطن، یا کفن یا وطن، یا کفن یا وطن، یا کفن یا وطن. زنده باد تاجیکستان، زنده باد آزادی، زنده باد مبارزان راه آزادی و پیش به سوی تاجیکستان. زنده باشید. خدا به همراه. سلامت باشید استاد.